الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня на этом уроке я хотел бы вам прочитать один интересный хадис и какие мы пользы можем извлечь из этого хадиса. Этот хадис приводится в сборнике Сахих Муслима. Достаточно таки длинный хадис, очень много всего, что упоминается, но мы сегодня, иншаллах, зачитаем только лишь часть его, только лишь часть этого хадиса. Этот хадис называется, распространен, хадис Абуль-Юсра. То есть был сподвижник, ансар, которого звали Абуль-Юср, и та история, которая приключилась с ним. Сообщается, что Убад ибн аль-Валид ибн Убад ибн Самит, Убада ибн Самит, вышел со своим отцом, Убада, и со своим отцом Аль-Валидом. Это был сын и внук сподвижника Убада ибн Самита. Вышли со своим отцом в Медине. И отец ему сказал: однажды, сообщает его сын, я вышел со своим отцом, чтобы раздобыть знаний в этом квартале ансаров, прежде чем они умрут от старости. То есть вышел из дома для того, чтобы получить, приобрести полезные знания. И безусловно, что сподвижники, это была огромная кладезь знаний, и все те люди, которые их окружали, все те, которые стремились к благому, они не упускали возможностей хотя бы немного, что привести с ними время, хотя бы немного находиться в их обществе, узнать от них что-либо, как поступал пророк Мухаммад, что он делал, какие события происходили. И вот это вот их слова, мы побоялись, что ансары, как сказать, их уже скоро не станет, уже время идет потихоньку, мы все больше и больше отдаляемся по времени, от смерти пророка, и поэтому и его сподвижники тоже. Рано или поздно они окажутся уже в могилах. И поэтому нужно поторопиться. И вот здесь вот важный момент, то что в ранние века это было очень четкое понимание того, что когда ты хочешь изучить свою религию, тебе необходимо сделать какие-либо усилия, прийти, пойти, найти кого-нибудь из знающих, услышать, И даже сообщается, из одного хадиса некоторые ученые, как, например, Шу'ба ибн Амир, он путешествовал огромные расстояния, чтобы только лишь услышать из достоверного иснада, из достоверной цепочки хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это при том, что раньше не было таких средств передвижения, которые быстро вам позволяли пересечь эти самые расстояния. Автомобилей, поездов, самолетов не было. И от Медины в Мекку только путь занимал 10 дней. А из Медины в Табук, и эти 3 города сейчас они находятся в Саудовской Аравии, и очень легко преодолеваются, из Медины в Табук посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, шел целый месяц. Вы представляете? Вот наши края, Поволжье, Татарстан, и другие города, в хадж выходили за полгода. За полгода выходили, чтобы достичь Мекки и совершить это поклонение. И поэтому раньше расстояния были длиннее, но стремление людей было сильнее. Сегодня как раз таки наоборот. У нас сегодня все быстро. И до такой степени это все приводит к нашей лени, что даже с появлением телефонов, трансляций и так далее, даже просто прийти на урок послушать, нет, зачем? Зачем напрягаться? Можно же дома полежать. Можно же просто трансляцию включить и лежа послушать и так далее, если то есть с условием, что не уснет во время трансляции, если дослушает до конца. И поэтому наша лень, из-за того, что сейчас у нас жизнь комфортная и насыщена всевозможными средствами, она приводит нас к тому, что мы даже сегодня 3 шага, чтобы сделать, чтобы прийти куда-нибудь, послушать
послушать книгу Аллаха, послушать хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, послушать, как совершается намаз, послушать об адабе, об акиде, о имане там и так далее, да? Для нас это прямо целый подвиг. Чтобы приехать 3 остановки, у кого нет автомобиля, да? 3 остановки на троллейбусе или на автобусе, да? Он 5 раз подумает, стоит ли ему вообще выходить или нет. Или может не сегодня, на следующей неделе как-нибудь, да? Когда настроение будет получше. И поэтому эти примеры, они должны побуждать в нас стремление к знаниям. Далее, этот табиин, сообщает Убада, говорит, и первым, с кем мы повстречались, это был Абуль-Юср. Абуль-Яср, или как его более правильно, Абуль-Яср, да, это был сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы повстречали его, и рядом с ним был мальчик, юноша, это был его рабом, да, его слугой, который нес большую охапку тетрадей. Большую охапку вещей, тетрадей, до которых было что-то записано. И на Абуль-Ясре, на этом сподвижнике, была, говорит, накидка и была муафирка, магафири по-арабски, да. Это получается, вот у нас же сейчас есть костюмы такие, да, вот есть верх, есть низ, да. Раньше таких костюмов не было, но тоже были комплекты одежды. И вот эта вот накидка и эта одежда, она собой составляла целый комплект. Но что произошло? Мы, говорит, увидели на Абуль-Ясре накидку и мугафирку, эту вторую одежду, и на его слуге тоже увидели накидку и муафирку. Но у Абуль-Ясра низ был одного цвета, верх был другого цвета. И то же самое у его слуги, верх был другого цвета, а низ одного цвета. То есть, получается, белое с черным, было смешано. И тогда мой отец, тоже табиин, обратился к Абуль-Ясру, к сподвижнику, и сказал: «О, дядюшка мой, я вижу на твоем лице ожог гнева». И этот сподвижник, Абуль-Яср, сказал: разумеется, сын такой-то человек, сын такого-то, он должен мне денег. И я, когда, говорит, пришел к нему потребовать свои деньги, и пожелав ему мира, я спросил: такой-то, такой-то дома? То есть он не зашел домой, да? Он через дверь начал разговаривать: такой-то, такой-то дома? Изнутри дома ответили: нет, его дома нету. И после этого вышел, говорит, из дома его сын, который вот-вот уже достигнет половозрелости, то есть уже не маленький мальчик, да, а уже подросток, подросткового возраста. Вышел ко мне, и я его спрашиваю: а где же твой отец? И этот парень отвечает: он услышал твой голос и спрятался под кушеткой моей мамы. То есть была кровать матери, и спрятался, говорит, туда. Почему? Потому что он был должен денег, да, ну реальная же ситуация, так ведь? У нас, конечно, сейчас, не знаю, кто прячется там под кроватью своей жены, да, но избегают достаточно-таки так это, да, игнорируют, не берут телефоны, там, не знаю, пропадают куда-то, да, когда брали в долг слезно, клятвенно, клялись, что вернут там срок, там и так далее, а потом пропадают. И затем сын, получается, что сделал? Сын отца сдал, да. Где, говорит, был отец твой? Он, говорит, спрятался под кроватью моей матери. И тогда, говорит, я, говорит, начал кричать: выходи, я знаю, где ты. И после этого этот человек, который был должен этому сподвижнику Абуль-Ясру, вышел. И Абуль-Яср говорит: что побудило тебя спрятаться от меня? И тот человек отвечает: клянусь Аллахом, когда я вот тебе сейчас говорю, все это рассказываю, я не вру. Просто я побоялся, клянусь Аллахом, что скажу тебе что-то и совру. То есть, чтобы отмазаться, ну, грубо говоря, да, чтобы избежать, потому что это конфликт, он пришел деньги требовать, да, чтобы избежать этого. И я побоялся, клянусь Аллахом, что пообещаю тебе что-то и не выполню это обещание. Ведь ты сподвижник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И клянусь Аллахом, у меня сейчас очень тяжелое время. Сейчас очень тяжелое время, и я не в состоянии выплатить тебе этот самый твой долг. И после этого Абуль-Яср говорит: вот ты сейчас мне все, что рассказал, клянешься Аллахом, что все это истина? Он говорит: клянусь Аллахом. Абуль-Яср еще раз спрашивает: клянешься Аллахом, что все, что это сейчас правда? Он говорит: клянусь Аллахом. В третий раз спрашивает: клянешься ли Аллахом, все, что ты сказал, это истина? Он говорит: клянусь Аллахом. И тогда Абуль-Яср приказал своему слуге принести тетрадку,
где был записан долг этого человека. И после этого, когда принесли ему тетрадку, он стер то, что было там записано, этот долг стер и сказал: если, говорит, у тебя прямо сейчас есть, говорит, хоть что-нибудь, чтобы, говорит, вернуть часть долга, ну понятно то, что он целый долг не может вернуть, да, хотя бы какая-нибудь часть есть, дай, говорит, сейчас. Если, говорит, у тебя сейчас нету, да, то я, говорит, тебя оставляю халяль. Я тебе, говорит, прощаю твой долг. То есть, если есть что-то, дай сейчас. Если нету, тогда ладно, я тебя прощаю ради Аллаха. И после этого Абуль-Яср продолжает: и я свидетельствую, что зрение моих глаз видело, как эти слова были произнесены. И мои уши слышали, как эти слова были произнесены. И мое сердце осознало то, что я сейчас скажу, и это были слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто даст отсрочку попавшему в тяжелое материальное положение или снимет с него долг, того Аллах укроет в тени в судный день. И после этих слов, когда услышали это, да, когда уже все произошло, и простили этого человека, да, и эти два табиайна, которые встретили Абуль-Ясра, да, уже все, как бы эту тему закрыли, понятно, то, что простили долг и так далее. И затем он обращается к нему, к Абуль-Ясру. О, Абуль-Яср, я, говорит, вижу, как ты одет в одежду верх и низ разного цвета. И твой слуга, твой раб, тоже одет в разную одежду, разного цвета. Но если, говорит, вы поменяетесь между собой, ты возьмешь, говорит, его верх, а отдашь ему свой верх, то получится у вас комплект одинакового цвета. То есть у тебя будет черного цвета, у него будет белого цвета. Там говорится то, что цвета были черные и белые. То есть у тебя будет нормальный комплект, и у него нормальный комплект. И он говорит: если бы ты с ним поменялся, на тебе было бы полное одеяние. И, услышав эти слова, Абуль-Яср подошел ко мне и протер мою голову. И сказал: о Аллах, дай ему баракат. Баракаллаху фи. О сын моего брата, вы опять, рассказываю, увидели мои два глаза, услышали мои два уха, и осознало это мое сердце, и указало руками на свое сердце, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: кормите их тем, что сами едите. Здесь речь идет про слуг, про рабов, про слуг. И, конечно же, хоть сейчас и нету рабства, но это распространяется и на тех наемных рабочих, которые работают у тебя, которые находятся под твоей ответственностью. Да? Люди, которые финансово, хоть и не полностью, но финансово от тебя зависят. И посланник Аллаха говорит: кормите их тем, что сами едите, и одевайте их в то, во что сами одеваетесь. И дать ему вещь из нижнего мира для меня менее важно, чем он забрал бы мои благие дела в судный день. И это часть лишь хадиса, это длинный на самом деле хадис, да, но вот в этом хадисе собраны очень много польз. Это, во-первых, что этот сподвижник, даже имея во владении раба, да, он одевал его так, как сам одевает. Почему? Потому что даже если они бы поменялись, их одежда черного цвета, например, там, да, условно говоря, я сейчас не знаю тонкостей, но она стоила бы дороже, чем одежда белого цвета. То есть была бы разница в стоимости. Одна одежда была бы хорошая, а другая не очень. Так ведь? И слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: кормите их тем, что сами едите. Вот это вот заклинание посланника Аллаха, чтобы мы соблюдали справедливость. Справедливость с теми, которые зависят от нас каким-либо образом. Но на сегодняшний день, к сожалению, да, у нас происходит прямая противоположность. Зульм, да, не выплачивают зарплаты. Вот сколько работников, да, там жалуются: кинули на стройки, кинули там, кинули здесь, да, не отдали, не выплатили. Субханаллах. Ведь тот самый труд, который выполнил этот человек, в судный день он будет требовать. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, побуждал нас, чтобы мы что делали? Чтобы мы выплачивали стоимость работы, даже пока пот рабочего не высохнет.
Понятное дело, то, что это не является условием. Как, вот, например, что каждый раз теперь нужно выплачивать деньги, пока пот не высохнет. Как вы договоритесь с человеком, да, которого вы наняли на работу, так и можно поступать. И об этом ученые говорят, соблюдать договор. Например, ты ему говоришь, у меня сейчас денег нету, но через месяц я с тобой рассчитаюсь, например. Или выполнишь объем работы, а потом я тебе сделаю перечисление, там еще что-нибудь, да. Пройдет время, но я тебе сделаю это все, выполню. То есть по договору. Но даже несмотря на это, сколько людей относятся к тем, кому они должны, над кем у них есть обязанности, не исполняют эти самые свои обязательства. И поэтому этот сподвижник, да, был для нас примером в том, что даже когда он шел по улице, да, и даже когда вот он находился на людях, он уравнивал себя и своего слугу, не приступал к границе установленных пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Ну а по поводу долга, да, долг и то, что вот произошло с этим сподвижником, с этим человеком, который был должен этому сподвижнику Абуль-Ясру, иншаллах, подробно поговорим на следующем уроке. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.